Под палящим солнцем рабочие неустанно прокладывают новый водопровод по улице Хрущева. Старые железные трубы обеспечивали улицу водой с 1994 года. Они уже давно исчерпали свой ресурс и стали источником коммунальных проблем жителей. Порывы происходили часто, о стабильной подаче воды не могло быть и речи. Начали 2 дня назад эту работу. На сегодняшний день более 500 метров проложили уже, осталось все 600 метров. На этой улице установили 2 задвижки. Работу планируем сдать через неделю где-то. В реновации коммунальной сети используют новые пластиковые трубы. Рабочие уверены, что они прослужат еще 100 лет. Могут выдержать давление в 16 атмосфер. Бесперебойность водоснабжения материалы гарантируют. Но вот жители не столь уверены, что после замены труб вода снова потечет из-под крана. Из-за установившейся аномальной жары напор воды не тот, что обычно. Частично водоснабжение отсутствует в селениях Инерки, Седах и Сагапши, глава которого заявляет, что поступаемая вода покрывает потребности только 50% территории. И ветхий водопровод не единственная проблема. Конечно, решится, если они там не будут подавать нам нормальную воду. Кантышевский и Сунженский водозабор. У меня стоят там 2 бочки. Я вот вам скажу, последние 3 месяца целиты набрать, я да, бочка. Резервные бочки у меня стоят. Набрать дулут из-за слабого давления. Решение проблемы с дебитом воды, по словам главы администрации, является приоритетной задачей. Но как именно ее устраняют и когда наконец поступит вода? Обстоятельного ответа мы так и не услышали. Пока идут ремонтные работы, жителям воду подвозят. депутаты. Сразу ходить? Да, и В полной ли мере осуществляется подвоз? Обеспечивает ли администрация водой тех, кому ее не достает? Мы спросили у жителей села, но желающих говорить было не так много. Вам осуществляет администрация подвоз воды? Акча, да. А в администрацию обращаетесь? Обращаться, да. По незнанию или как? خمخورتون ماشين ياخل نو اخ انداس تخشت حقهم دي هم انداس صدا حق لا اكش ما حدا حط مداريكس هذا خاش كرا شد سخيدي نتسار نو может быть масхана цат машин что остхун да хенс качест хаяш хуш может отсюда ходи он царя кашт бах бех куди он салча аздас но хи дахат ан элч харсуис дахи ну як до хваш диан Как оказалось, подвоз осуществляется, но ждать воду приходится сутки, а может и больше. Некоторые и вовсе не знали о такой услуге. Многие привыкли закупать воду самостоятельно, платили от 1500 до 2000 рублей за куб. Техники, машин водина, машин иногда. Хи хаецер, хайда водоем, хаец хули, дадал ваште до, цхули. На хи хада я пейд мажет хайец хи цхалш набрать ди метик цхалш да частник иш бу шорты еш бу ач частник иш бу но частник иш бу ач хылчым хайди ваште да дырыс да система че да турбачер набрать ди бу ахмаш бочкаш нет уже хидац да да. А тут говорят люди, некоторые люди говорят, что воду, которую вы им привозите техническую воду. Да, уздырдыкыз, милж да хидыкыз. Да, Кантышевский водозабори, Слепцовский хадо хидыкыз. Из хидыкыз. Уз милж дар ям кечер из дыкхи. Допустим, если сегодня человек отправил заявку, он может не получить просто воду, да? Не успеет. Кут хада, кут. Сколько в день бывает заявок? Заявка в шорте, 50, 60, 40 заявку ем. Почти агюрти. Вообще хидаться. Даггерти ахвял, 15 заявок ваште дол. Даггерти водоче машин саякч. Параллельно с заменой трубопровода местная администрация планирует наладить вопрос дебита воды. На окраине села была пробурена артезианская скважина глубиной в 460 метров. Там установлен насос, способный выкачивать 10 кубов воды в минуту. Перед тем, как использовать ее для питья, планируют отправить на экспертизу. Я думаю, вот на той неделе, я повезу ее в Кисловодск или Пятигорск с питьевой, технический точный анализ ходил. Ахфулярат ялче отсюда, от этого до населенного пункта 2,5 километра.
Проложим, наверное, трубу. Это, наверное, на уровне правительства будем решать вопрос. Сусей так возможность. Но я думаю, так юртышнахе, яхить анахан, долж питьевой арханахан, хотя он экспертиза, люди окажут помощь, я знаю, 100%. Данная артезианская скважина способна обеспечить водой 10% населения. Это облегчит проблему, но не решит ее полностью. В администрации села заявляют, даже если получить необходимый для всего села объем воды, загвоздка в ее транспортировке. Ветхий водопровод не выдержит такой нагрузки. Из-за этого поэтапно и меняют трубы. В этом году обновят 2500 метров водопровода. Власти региона держат ситуацию на личном контроле, реагируют оперативно на возникшие ситуации с дефицитом ресурсов. Одна из первостепенных задач – это увеличение мощности добычи воды на Асинском водозаборе – 100 тысяч кубометров в сутки. А в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральному проекту «Чистая вода» планируют модернизировать систему водоснабжения. Чтобы жители хоть как-то справлялись во время перебоев с водой, по поручению главы региона было закуплено 14 водовозок из средств Национального фонда развития Ингушетии. Они ежедневно осуществляют подвоз воды. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.